Эпоха бронзы – историко-культурный период широкого распространения и использования в жизнедеятельности человеческого общества орудий труда, предметов быта и оружия из бронзы. Начавшись в третьем тысячелетии до нашей эры, бронзовый век достиг своего расцвета во втором и завершился в начале первого тысячелетия до нашей эры. Использование бронзы, сплава меди с примесью других металлов, главным образом олова, отличающегося от меди легкоплавкостью, более высоколитейными качествами и прочностью, положило начало интенсивному развитию техники и культуры. Многочисленные находки изделий и орудий из бронзы в окрестностях населенных пунктов Садовой и Сокулук-Чуйской долине, в ущелье Шамши, Кочкорской долины, свидетельствовали о бурном расцвете эпохи бронзы на территории Кыргызстана в XII-VIII веках до нашей эры. Бронзовый век в Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане, охватывал период с третьего тысячелетия до X-VIII веков до нашей эры. На территории Кыргызстана месторождения медной руды разрабатывались недалеко от города Аша, в окрестностях Нааката, Чаткала, Китмен-Тюбе, а оловянные рудники вдоль русла реки Сарыджас на Иссык-Куле. В эпоху бронзы на территории Кыргызстана получили развитие две культурно-исторические общности. Родоплеменные общины, населявшие центральный Тенир-Тоо, Иссык-Куль, Чуйскую и Таласскую долины, занимались кочевым скотоводством, которое в той или иной степени сочеталось с земледелием и охотой. Люди этой эпохи находились во взаимосвязи с народами и племенами, населявшими просторы Казахстана и Южной Сибири. Сходство обнаруженных в этих регионах памятников производственно-хозяйственной деятельности и культуры позволило объединить и отнести эти племена к представителям андроновской культуры, получившей название от села Андроново, расположенного недалеко от города Ачинска в Сибири, где были впервые обнаружены памятники этой культуры. Богатейшая коллекция исторических памятников андроновской культуры обнаружена в Кочкорской долине, селе Шамши. Андроновские племена Кыргызстана освоили не только предгорные низменности, но и труднодоступные высокогорные плато Аксай и Арпа, о чем свидетельствуют оставленные ими наскальные рисунки. Обнаруженные памятники говорят о том, что в племенах сложились отдельные группы ремесленников, оружейников, ткачей, кожевенников и так далее, которые мастерили бронзовые мечи и кинжалы, наконечники копий и стрел, серпы и топоры, выделывали кожу и изготавливали из нее одежду. В результате тщательных исследований на территории республики археологами были обнаружены ряд жилищ, захоронений, наскальных рисунков андроновской культуры. Так, близ села Беловодское в Чуйской долине была раскопана жилая постройка, датируемая XVIII-XV веками до нашей эры, а обнаруженные в Аламудуме, Александровке, Желме и Кхаенде исторические памятники относятся уже к XII-IX векам до нашей эры. В ходе строительства нового центра Токтагульского района было обнаружено жилище эпохи андроновской культуры, просторное помещение площадью около 70 квадратных метров, углубленное от поверхности на 1 метр. Стены и потолок полуземлянки укреплялись бревнами, переплетенными прутьями и обмазывались глиной. Здесь жила и вела хозяйство семья, состоявшая примерно из 25 человек. Для андроновцев было характерно существование двух параллельных погребальных обрядов – трупосожжения и захоронения умерших. Вместе с умершими в могилу складывали еду, металлические ножи, иголки, различные бусы, браслеты и тому подобное, что свидетельствовало о вере в загробную жизнь. В некоторых регионах Кыргызстана был обнаружен целый ряд кладов, относящихся к этой эпохе. Например, в селе Александровка, Чуйская долина, в одном и том же месте найдено около 30 серпов, около города Каракола Иссык-Куль 5 кинжалов. Можно предположить, что эти предметы предназначались для обмена или продажи. Основным видом занятия племен андроновской культуры было скотоводство. Разводили коров, овец, двугорбых верблюдов. Предметом особой заботы были, конечно, лошади. Есть мнение, что именно представители андроновской культуры одними из первых научились готовить кумыс. В зимнее время скот содержался в загонах. Для этого заблаговременно заготавливался корм. Свиней не держали. В поздний период бронзового века поголовье коров в хозяйствах андроновской культуры существенно сократилось и увеличилось число лошадей, что было связано с необходимостью постоянного передвижения в поисках пастбищ. Так возникло кочевое скотоводство. Главным звеном социальной структуры общества андроновской культуры являлись большие семьи. Семьи объединялись в роды, последние образовывали племена. Совершенствование орудий труда в результате использования бронзы привело к увеличению производства продуктов и других материальных ценностей. Пользуясь своим положением и возможностями, родоплеменная верхушка присваивала себе большую часть созданного рядовыми членами общества богатства. Особыми привилегиями пользовались предварители войск и религиозные служители.
Таким образом, в обществе появились первые признаки неравенства. В отличие от предыдущих этапов истории, власть осуществлялась по мужской линии, иначе говоря, патриархат окончательно утвердил свои позиции в эпоху бронзы. На юге Кыргызстана, в Ферганской долине, в это время формировалась другая культура – культура оседлых земледельческих племен. Ученые-археологи назвали ее чустской культурой. Впервые стоянка людей этой культуры была обнаружена в селе Чуст на Манганской области. Основным видом хозяйственной деятельности чустских племен являлось земледелие. Они выращивали пшеницу, ячмень, овес, проса. Эта культура характеризовалась более высоким уровнем ремесленного производства по сравнению с андроновской, однако скотоводство являлось второстепенным занятием. Для уборки урожая использовались бронзовые и каменные серпы. Древние каменные серпы, изготовленные в Фергане, были обнаружены на Иссык-Куле в Наакате, а также в Восточном Туркестане. Зерно хранили в ямах, выкопанных в жилище. В некоторых из них вмещалось до тонны зерна. Типичные чустские поселения были обнаружены близ современных Узгена, Куршаба, Нуаката и других местностях. Наиболее изученным является поселение на склоне Сулайман-горы в городе Аше. Ошское поселение, названное по месту обнаружения, занимало территорию, длина которой была не менее 200 метров. В течение 3 лет, 1978-1980, здесь тщательно изучались общее расположение городища, характер постройки жилищ, большой набор керамики, каменных орудий и поделок. Все это позволило ученым получить бесценный материал. Поселение располагалось на довольно крутом южном склоне горы, своеобразным ступенчатыми террасами. Подобных поселений в Центральной Азии еще не обнаружено. Археологи исследовали самые верхние из них, расположенные непосредственно под скалой, венчающей гору. По их предположениям, древние жилые строения плотным кольцом окружали эту центральную вершину Сулайман-горы. На всех террасах, утрамбованных за многие века, отчетливо видны места древних ям-хранилищ круглой формы, предназначавшихся для хранения зерна и других продуктов. Всего было раскопано и очищено более 70 хранилищ различной величины и глубины. Из ям-хранилищ было извлечено около 2 килограммов угля. Подвергнув его радиоуглеродному анализу в специальной лаборатории в городе Ленинграда, ученые установили время, когда горел этот уголь, а на основе этого – время существования Ошского городища. Как и в других памятниках чустской культуры, все группы обнаруженных в Ошском городище предметов были изготовлены из камня, бронзы, кости, в том числе игральной альчики, что позволило сделать главный вывод. Население городища вело оседлый образ жизни, занималось в основном земледелием, ремеслом и разведением скота. Ошское поселение – наиболее яркий и ценный памятник древней чустской культуры, что подтверждено и данными радиоуглеродного анализа найденных предметов. Таким образом, первое поселение оседлых земледельцев в окрестностях современного Аша возникло более 3000 лет назад. Это позволяет с полной уверенностью утверждать, что история города Аша действительно насчитывает 3000 лет. На территории Средней Азии аналогичных памятников пока не обнаружено. Своеобразным отражением социально-бытовой жизни людей той эпохи является наскальное искусство, изображения, высеченные на горных скалах, в пещерах и так далее. В основном они сосредоточены в так называемой картинной галерее урочища Саймалуташ, расположенного западнее реки Когарт в Тогусто-Русском районе Джалабадской области. Она считается одной из самых больших в мире. Небольшое количество рисунков найдено близ города Чолпон-Аты и в долинах Китмен-Тюбе и Алая.